Доброе утро, уважаемые телезрители! Действительно, указ президента страны от 7 мая определил основные цели и задачи, поставленные перед правительством и всеми регионами. Республика Саха-Якутия направила предложения по всем 12 национальным проектам и отдельные предложения по обновлению магистральной инфраструктуры. На сегодня есть понимание, что порядка 14% всех федеральных средств, направляемых на ликвидацию аварийного жилья, будет направлено в нашу республику. Отдельно поддержаны проекты по нацпроектам культуры и экологии. Также есть поддержка, что средства будут выделены на доведение до нормативного состояния ряда региональных автодорог, а также дорог города Якутска. В план магистральной инфраструктуры вошли реконструкция 16 аэропортовых комплексов нашей республики. По остальным национальным проектам распределение федеральных средств будет производиться в основном на конкурсной основе. К примеру, по национальному проекту образования в настоящее время объявлено 11 конкурсов. Соответственно, перед правительством республики, перед органами власти стоит задача качественной подготовки наших предложений и их защита. Хочется отметить, что отдельной зоной внимания федерального правительства является Дальний Восток. На прошедшем 4-м Восточном экономическом форуме и заседании Государственного совета президенту страны были озвучены меры по доведению качества жизни, превышающего среднероссийский. По итогам заседания Государственного совета президент страны обозначил перед федеральным правительством задачу сформировать отдельный национальный проект по ускоренному развитию Дальнего Востока. Что касается вашего второго вопроса, расскажу кратко о прошедшем во второй раз конкурсе на площадке РАНХИКС при поддержке Агентства стратегических инициатив. Действительно, команда Якутии заняла первое место с проектом цифровизации экономики. Тема проекта была выбрана не случайно, потому как в настоящее время мы находимся на своеобразной развилке. Либо мы продолжаем надеяться только на промышленное освоение республики, либо мы находим собственное «я» в глобальном потоке цифровизации. Целью программы является повышение эффективности государственного сектора путем проникновения цифровых технологий и перенаправления высвобождающихся средств на проекты развития. Отдельным направлением государственной программы станет создание экосистемы поддержки проектов цифровизации. В этом году будет открыт впервые на Дальнем Востоке IT-парк, в котором разместятся наши IT-разработчики. Экосистема также подразумевает создание некого фонда пассивных технологий, который окажет поддержку начинающим стартапам. В результате действия экосистемы поддержки цифровизации рост IT-сектора в валовом региональном продукте к 2024 году должен вырасти в 5 раз. Спасибо за внимание.